Друзья, рада приветствовать вас на моем канале. С вами Ольга Быстрова. И предлагаю вам расклад на неделю с 16 по 22 сентября 2019 года для водолеев. Рассмотрим сферы отношений, работы, финансов. Первая карта Таро, верхняя, покажет шансы в каждой из сфер. И нижняя карта Таро подскажет, какие действия нам лучше совершить, чтобы все успешно проходило на неделе. И в конце достану цыганскую карту для того, чтобы пояснить лучше ситуацию. Итак, первая карта – шанс в отношениях для водолеев. И выпадает рыцарь жезлов. Ну, девиз этой карты все и сразу, да. То есть в отношениях могут быть такие как бы резкие перепады, да, могут быть такие африканские страсти или, как говорят, индийская любовь, да. То есть отношения могут постоянно меняться. Могут быть слова и поступки, знаете, когда партнер не думает об ответственности, не думает о последствиях. Оба могут быть слишком самоуверенные. Может быть, трудно разговаривать, договариваться на этой неделе. Но с другой стороны, если вы правильно развернете ситуацию и воспользуетесь этой энергией, то есть не в споры ее, да, не в то, чтобы себя как-то выделить, а для того, чтобы вам обоим было лучше, вот тогда вы можете почувствовать вот прям всю полноту жизни. Прямо незабываемое время может оказаться на этой неделе. То есть вы как бы освободитесь от рутины, да, и вот такие могут у вас быть как бы приключения вдвоем. Очень хорошее время. Вот как решать лучше всего возникающие вопросы, нам подсказывает шестерка пентаклей. Она говорит, что нужно проявлять заботу о близких, нужно пытаться понять. Нужно понять чувства, нужно понять желания партнера, да, уступать, поддерживать друг друга. И вот тогда вот эта энергия эгоизма, которая рыцарю жезлов присуща, она перейдет на новый, более высокий уровень, да, и у вас неделя пройдет отлично. Вы просто осознаете, что вы разные, да, но вы обогащаете друг друга тем, что вот у вас есть. Поэтому надо уважать взгляды другого человека, если даже они с вашими расходятся. В общем, в принципе, эта неделя может оказаться очень хорошей. Кстати, может быть поездка. Может быть, куда-то вместе еще решите поехать. В общем, на этой неделе самое главное, будьте добры друг другу, да, и старайтесь помочь друг другу. Вот. Можно, кстати, заняться общим делом. Тоже эта карта часто показывает, что вы можете заняться общим делом. Давайте посмотрим, что говорит карта из цыганской колоды для тех, кто находится в отношениях уже долгое время. И выпадает карта Дама Бубновая. Эта карта говорит о том, что у вас в отношениях идет как бы борьба за власть. Кто сильнее, да? А вам нужно как-то улучшать отношения, стабилизировать их. Вот как-то вам нужно продвигаться на новый уровень. Может быть, просто в прошлом что-то такое неприятное произошло, да? И вот вы никак не можете как бы с властью определиться, да, как вам ее распределить в семье. Эта карта, кстати, тоже говорит, что путешествие может помочь вам. Попробуйте, запланируйте хотя бы на этой неделе вдвоем куда-нибудь поехать, ну хотя бы на выходные. И уже у вас может улучшение быть в отношениях только даже из-за этого. Если говорить о тех, кто ищет пару, прекрасная возможность тоже есть встретить человека. Но вы можете встретить человека непостоянного, да, и эгоиста. То есть он сначала может проявлять инициативу, он может кружить вам голову, да, добиваться своего, а потом исчезнет и все. То есть это такой человек, знаете, как огонь, да, откровенный и в то же время требовательный. В общем, как бы первая реакция у вас от него может быть шок.
Но вы через некоторое время посмотрите, да, он вообще пропал. То есть он никакого нового свидания и быть не может. Вот такой человек может вам попасться. То есть давайте посмотрим, что скажет цыганская колода. Подтвердит она это или нет. О, карты падают. Да, действительно, и выпадает валет пиковый. Он как раз и говорит о том, что после того, как вы с ним встретитесь, да, с этим человеком, у вас могут начаться проблемы, то есть череда проблем. И, скорее всего, вы его все равно потеряете. То есть не тот человек, который вам нужен. Он случайный, он любит погулять без обязательств. Он как бы не позволяет себе вовлекаться в отношениях. И вы вот сразу как бы это, должны заметить, да, не нужно вовлекаться в отношения с ним. Вот иначе будете потом просто долго выходить из этого состояния. Уберегайте себя от этого. Не то, что вам нужно на этой неделе. Давайте посмотрим, что работа нам предлагает. Пятерка кубков. Время перемен, да, завершение какого-то проекта, может быть, к новому надо приступать, вернее, старый закончили, да, а к новому как приступать не знаете, или что именно делать не знаете. Может быть, вы ждали большего результата от проекта и сейчас разочарование испытываете. А может быть, вас не отметили, да, не воздали вам должное. Вы вложились, допустим, много потратили силы, действительно хорошее сделали дело, да, а все как будто так и надо, да, никто вас не похвалил. Может быть, проект еще даже сорваться вот по этой карте. Может быть, расторжение договоров, знаете, или работа нелюбимая. Может быть, кто-то обещание свое не держит, не выполняет, да. Вот, допустим, обещали повышение, да, или прибавление к зарплате и не сдержали слова. И вот как решение здесь королева мечей у нас, королева мечей, она говорит о том, что разобраться в себе нужно прежде всего, в своем поведении, в своих желаниях. Вам нужно понять, чем хотите заниматься. Может быть, вам заняться своим делом, вот что-то, что вы любите. Или, может быть, просто приведите вот в порядок все свои мысли, все свои желания, да? На своем рабочем месте вот разберитесь. Может быть, вам надо должность сменить. Может быть, вот у вас чувство, что вы не занимаетесь не своим делом, что вы не полезны. В общем, скорее всего, вы хотите такую должность, такую работу, где бы вы сами себе были хозяином. Но на самом деле вам не хватает, наоборот, общения. Не хватает общения в профессии с какими-то людьми, да, вот, может быть, с коллегами, может быть, с людьми, вот, социумом, да. А еще эта карта говорит о том, что вам хорошо бы стать психотерапевтом. Из вас получился бы прекрасный психотерапевт. Или, может быть, какой-то консультант вот в своей сфере, в которой вы сейчас работаете, в которой разбираетесь. В общем, нужно не подавлять свои желания, а разобраться с ними. Вот, может быть, к вам предъявляют завышенные требования, да? Может быть, вам нужно держать дистанцию. В общем, самое важное на этой неделе по поводу работы, нужно разобраться с тем, что происходит. У вас там просто какой-то хаос между эмоциями и мыслями, да, то есть нужно все расставить по местам и разобраться со всеми причинами. Если действительно работа не та, нужно менять работу, но прежде нужно подумать, что вы хотите, то есть все нужно расставить по местам. Давайте посмотрим, что скажет нам цыганская колода для тех водолеев, кто работает. Да, выпадает король пиковый. Да, опять идет подтверждение, да, того, что было сказано ранее. Король пиковый. Должность, да, обозначает этот король.
состоятельность. Вот, возможно, ваша должность вам не соответствует, возможно, вы достойны большего. Вот вам, может быть, статус пора уже свой повышать, да, а вы, может быть, или боитесь, да, или, может быть, вам мешают. Вот уже время пришло. Знаете, вы можете обратиться за помощью вот к людям, которые как раз обладают какими-то полномочиями, да, может быть, для того, чтобы вас повысили в должности, да, или для того, чтобы повысили вашу зарплату. Вот знаете, эта карта говорит о том, что вот сейчас вот период вашего роста закончился. Вам уже нужно оказаться на новом уровне, и от вас это зависит. Скорее всего, вы боитесь обратиться за помощью, а вам это было бы хорошо сделать. И еще, если, допустим, кто-то к вам слишком завышенные требования предъявляет, или, может быть, как-то подавляет вас, вот можно обратиться еще за защитой, за помощью к человеку, который выше стоит статусом тех людей, которые вот вас подавляют. Тоже хорошо было бы. А для тех людей, кто ищет работу, возможно, сейчас и неплохое время для того, чтобы определиться, да, но, скорее всего, на этой неделе еще не получится, да, может быть, вы только что оставили прошлое место работы, да, бывшее место работы, и, скорее всего, вы еще находитесь в расстроенных чувствах и не определились, да, может быть, в такой переоценке находитесь своей жизни, но все-таки у вас уже есть возможности хотя бы определиться, да, вот с тем, что вы хотите, и, может быть, даже договориться о встрече. Но, скорее всего, на этой неделе нет. Просто немножко вам надо в себя прийти, собраться, понять, что вы хотите на самом деле, что вы можете, да, и как это сопоставить. Давайте посмотрим, что скажут цыганские карты для тех, кто ищет работу. Скорее всего, вы очень хороший специалист, разбираетесь по даме мечей в своей профессии, да, в своей деятельности. Скорее всего, вы очень многого стоите. Посмотрим, что скажут. Да, и действительно выпадает нужная вам карта. Десятка бубновая. Это карта больших денег. Карта обеспеченной жизни. Может быть, то место, где вы ищете работу, слишком мелко для вас. Может быть, вам нужно переехать в какой-то большой город, крупный, да? Может быть, вам даже, может быть, страну выбрать какую-то. Может быть, вы чем-то таким особенным занимаетесь. Вот подумайте, где бы вы могли найти применение своим умениям. Что-то у вас здесь очень многообещающее и по деньгам, и по обеспеченности, да, по финансам. То есть и планы обязательно ваши должны быть очень-очень масштабными. Вы, если, допустим, что-то маленькую какую-то цель поставите перед собой, вы себя просто обидите. То есть этого нельзя. У вас очень хорошие возможности и способности. Поэтому нужно, как говорится, дерзать. Да? По финансам выпадает десятка пентаклей и двойка мечей как решение. Да? Вот что, о чем это может говорить? Ну, во-первых, что у вас с финансами все хорошо. Да? Скорее всего, у вас высокие благородные цели были, да, или есть, конечно же, не были, есть. И на эти цели вот приходят как раз прибыль, финансы. Вы сейчас, знаете, как будто бы вот в потоке жизни, вот как будто на волне. Ваши планы денежные, они сейчас реализуются. От вас, правда, требуется ответственность, от вас требуется трудолюбие. И знаете, вот следование вашим планам. Вот как вы задумали, да, нужно придерживаться их. Кстати, по этой карте еще может быть приобретение недвижимости для семьи. Но это, скорее всего, дом, там дача, да. В общем, может быть наследство по этой карте еще как прибыль. И двойка мечей идет как совет, рекомендация, да, надо учиться.
Эта карта говорит о том, что ваши финансы вот возрождаются сейчас, прямо на этой неделе. Вы способны их как будто бы контролировать, такое равновесие удерживать. Вот если говорить про финансовые дела вообще, да, то эта карта советует проверять документы очень тщательно. В каких-то вопросах финансовых могут быть расхождения, несогласования. Проверяйте все хорошо. Еще эта карта может говорить о том, что сделки какие-то могут откладываться. Может быть, выплаты какие-то тоже не приходят вовремя. Но это все временно. Просто сейчас у вас как бы начало. И, в принципе, все как бы благополучно, просто есть некоторые такие колебания энергии, да, это все скоро устаканится, все будет хорошо. Давайте посмотрим, что говорит карта цыганская для водолеев в сфере финансов, денег. Выпадает девятка червовая, и она говорит о том, что вам надо любить свои деньги. Наверное, вы либо транжирить любите, да, не цените, может быть, либо наоборот слишком цените. То есть вот нужна такая середина. Любить — это значит давать им свободу и в то же время как бы придерживать тогда, когда нужно. Вот деньги для вас должны быть, знаете, как самый близкий вот человек, да, вот сопоставьте. Но не сами деньги, конечно, а возможности, вот, которые с ними приходят, да, и они вам уже помогают осуществить ваши желания, да, то есть деньги приходят на цели на ваши. И вот тоже эта карта говорит о том, что не забывайте о семье. Все, как бы, если ваше желание связано не только с вами, но и с вашими близкими, все у вас получится очень хорошо. Отличный расклад для вас, водолеи, на этой неделе. В общем, если посмотреть на расклад, то можно сказать, что вам бы добавить действий в делах. Вы можете думать, вы можете... В общем, у вас в голове деньги, у вас в голове информация, да, действия есть, но они больше в сфере отношений. А вот именно в финансах и в деятельности у вас мало действий. Но, возможно, вы еще находитесь как бы в начале пути, да, обдумываете все, как действовать, но все-таки слишком уж слабая эта сфера, потому что именно действия дают результаты, да, доход именно от действий приходит. Вот посмотрите, что вы можете сделать, меньше думайте. Уже определились, и все, начинаете действовать. Если приходят какие-то к вам, как сказать, шансы, да, нужно обязательно их использовать сразу же, тут же, самим. Дорогие водолеи, пусть самое лучшее из расклада сбудется. Счастья вам, удачи! С вами была Ольга Быстрова, и до новых встреч!